Израилем. И я горячо желаю развития храма. Но вместе с тем мы спешим друг друга поздравить и поделиться радостью благодатной, полученной во время служения, и поделиться теми дарами, которые наделил нас Христос. Сегодня у Христа Спасителя день рождения, а в день рождения мы будем дарить подарки. А если смотреть дарить подарки ему те, которые Он нам дал, ну, например, плоды в семье нашей, это будут не совсем наши подарки, это Божий дар. Что мы можем дарить Христу сегодня на Его день рождения? Конечно, собственную, чистую и праведную жизнь. Я сегодня вспомнил слова из стихотворения великого сына еврейского народа, юмориста Соломона. У него есть прекрасное мудрое стихотворение «Горышный свет», в котором, прославляя Господа, пришедшего на землю, благодарит Его за то, что Бог дал возможность новой жизни с Ним. Жизни, где люди поистине ценят других. Жизни чистой и праведной, пишет он. Жизни, где друг за друга готовы умереть. Жизни, где царствует любовь. Это жизнь христианская, это жизнь по заповеди. Она открывается вместе с пришествием Христа Спасителя. И правила, и условия. И мы все это время, всю историю, новую историю человечества, Рождества Христова, старались жить по-христиански. Все человечество. И, вероятно, именно это стремление жить по-христиански и сохранило человечество, несмотря на кровь, испытания, всевозможные стихии. Будем надеяться, что и в дальнейшем эта приверженность христианским ценностям, исполнение в собственной жизни дарует от Господа нам благоволение, благодать и свою особую помощь, так, чтобы это стремление наше исполнялось, так, чтобы эта рождественская радость всегда пребывала в нашем сердце, чтобы Христос радовался нашим успехам, а мы были поистине Его подвигом. Я сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры. Я сердечно поздравляю Республики Александра Сергеевича Николаева, который вместе с нами каждый год разделяет этот праздник. Я желаю Александру Сергеевичу очень много сил, столько, сколько нужно для руководства таким обширным регионом, и богатым, и благодатным, и благословенным для нашей жизни. За Рождеством Христовым вас я зову. Прошу вас обратиться с своим лицом. Наше высокопречестно, дорогие братья и сестры, всех православных христиан, всех христиан, наступившим Рождеством. Это замечательный праздник. Рождество, наверное, самое такое сказочное, волшебное действие, которое дал нам Господь. Недаром человечество разделяет свою жизнь до Христа и после Христа. Это очень важно, чтобы мы всегда помнили, что приход Спасителя в этот мир, Он для нас, для наших душ, для наших судеб, для наших детей, внуков. И, конечно же, мы должны каждый день жить так, чтобы быть достойными этой чуда, которое дает нам Господь, Рождество даровав нам. Прошедший год, конечно, был
уйдет. И, конечно же, мы